Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. В Узбекистане обрушилась ограда моста, погибло как минимум 15 человек, большинство из них дети. В Казахстане и Таджикистане в один день произошли дорожно-транспортные происшествия с массовой гибелью людей. В Кыргызстане при восхождении на две высочайшие вершины Центральной Азии погибли 2 россиянина. В Узбекистане вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки. В Москве ранен таджикский религиозный деятель Хайреддин Абдулло Дастаков. И начнем с печальных новостей, которых за выходные набралось немало. В субботу вечером в узбекистанском городе Ургенч, это в 1100 километрах на запад от Ташкента, во время концерта обрушилась ограда моста, перекинутого через так называемое озеро молодежи. Источники озвучивают разное число погибших, от 15 до 30. Но все сходятся, что большинство утонувших – дети школьного возраста, которые собрались послушать известного исполнителя Навруза Сабирова. По некоторым данным, число погибших может достигнуть 30 человек. Источник Азадлик в МЧС озвучил цифру в 15 утонувших и еще 17 получивших ранения. Глубина искусственного озера невелика, но так как большая часть зрителей были детьми, не умеющими плавать, число жертв весьма значительно. В течение суток спасатели МЧС обследовали дно озера, чтобы найти всех жертв. Основная версия произошедшего: из-за скопления множества зрителей не выдержала ограда моста, и дети, навалившиеся на нее, опрокинулись в воду. Несколько суток правительственные СМИ ничего не сообщали о трагедии, только вечером в воскресенье на одном из порталов появилось сообщение о факте трагедии. При этом в статье не называется ни число жертв, ни обстоятельства произошедшего. Единственное, что известно, создана правительственная комиссия по расследованию инцидента. В пятницу в Казахстане на трассе Алматы-Екатеринбург столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате трагедии погибло 4 граждан Кыргызстана, еще 3 получили ранения различной степени тяжести. Все они были пассажирами легкового автомобиля. Никто из ехавших в автобусе не пострадал. По предварительным данным, вина за аварию лежит на водителе автобуса, гражданине Казахстана, который выехал на встречную полосу. МЧС Кыргызстана организовала доставку тел погибших. Президент Алмазбек Атамбаев распорядился выделить из президентского фонда социальной защиты и поддержки 700 тысяч сомов, или чуть более 11 тысяч долларов, для оказания материальной помощи семьям граждан, погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. И в тот же день в Таджикистане на трассе Душанбе-Куляб-Дарваз водитель автомашины Opel Astra не справился с управлением, и машина опрокинулась в реку Пянш с высоты 12 метров. В результате погиб водитель и 8 пассажиров. В машине было 6 взрослых и 3 детей 3, 4 и 7 лет. Авария произошла почти в 12 часов ночи. Возможно, что водитель не справился с управлением из-за невысыпания или ночного времени суток. При восхождении на пик Победы в Кыргызстане погиб один из известнейших альпинистов России, президент Федерации альпинизма Архангельской области, мастер спорта Михаил Ишутин. Причиной смерти стала остановка сердца. 58-летний Михаил Ишутин был одним из самых известных и опытных альпинистов России. На его счету значились десятки восхождений на труднейшие вершины мира. В последнее время Ишутин много занимался организационной работой, обучая мастерству начинающих спортсменов. Он множество раз поднимался на пик Победы, высота которого составляет 7439 метров. Однако при последнем спуске его сердце не выдержало нагрузки и остановилось. Тело альпиниста доставлено в Россию. Одновременно с этим на другом высочайшем пике Центральной Азии, пике Ленина, в киргизской его части погиб еще один российский альпинист, который в составе многонациональной команды совершал восхождение на вершину, высота которой 7139 метров. Травму получил французский спортсмен, который из-за этого не смог самостоятельно спуститься. Вертолеты сил воздушной обороны Кыргызстана доставили тело погибшего россиянина и раненого альпиниста в Ош. Всего в этом году силами воздушной обороны республики выполнено уже более 30 вылетов со спасательными миссиями. В Узбекистане в Кашкар-Даринской области 3 человек умерло от конго-крымской геморрагической лихорадки. 1 инфицированный госпитализирован. По данным Азадлик, 3 узбекистанцев скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки, заразившись во время забоя барана. Все пострадавшие из одной семьи, они заразились во время разделки туши. У них поднялась температура, но они не придали этому значения. Врачи также сразу не распознали симптомов редкого заболевания. В районе инфицирования создан специальный штаб. Анализы пострадавших, а также скота направлены в Ташкент. Скончавшиеся 3 человека были похоронены согласно требованиям Минздрава в обработанном дезинфекционном виде. Процесс похорон контролировали сотрудники Министерства здравоохранения. Это уже не первый случай заражения редкой лихорадкой в Узбекистане. Ранее мы сообщали о вспышках сибирской язвы в регионе, однако позднее власти опровергали эту информацию.
В Москве произошло покушение на таджикского религиозного деятеля Хайреддина Абдулло Дастакова. Неизвестные напали на него в районе станции метро Рязанский проспект в Москве, где он жил, и нанесли ему ножевые ранения. Дастаков был доставлен в реанимационное отделение клиники имени Склифосовского. По факту нападения возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Состояние здоровья Дастакова до сих пор оценивается как тяжелое. Посольство Таджикистана в России потребовало от московской полиции тщательного расследования данного инцидента и привлечения к ответственности причастных к покушению лиц. Пока он не приходит в сознание, он находится под наркозом, находится в больнице в Склифосовском городе Москве. Нападение, да, на него же не первый раз совершено в 2012 году. Делали те лица, которые больше придерживаются к салафиям и к ваххабитами. Он так говорил тогда, когда на него было нападение. Второй раз, соответственно, за его активную борьбу, что идет рабство по отношению к таджикам, напали на него организованные преступные группы с Садовода и с Люблино, Хаджи Самад, Хаджи Даулад и Хаджи Ислом, которые являются до сих пор руководителями этого Люблинского рынка. Вот они организовали через милицию, напали на него в 4 часа утра на его дом, где буквально порвали его на голову, его статью, где было в газете «Голос таджикистанцев». Последние события, вы знаете, буквально вот то, что произошло в районе Рязанский метро, это произошло в 23:30, примерно вот так. Он активно в последнее время выступает в центральной мечети. Он говорит, он учит, он обучает наших молодежи. И правильную дорогу, при всем показывает, он много чего сделал хорошего. Мы видим результат, почему не расследуются проблемы, которые связаны с таджиками. Слишком много. Начиная, посмотрим, с момента, когда до сих пор не закончено расследование дела с Удоджон Атовлоевым, если взять. Дальше с Ибрагимом Махсудом идет. Дальше идет 4-5 даже убитых в районе Московской области. Брошены были их тела, трупы, получается. Убийство, соответственно, не раскрыто до сих пор с гражданином Таджикистана 9 мая в Королеве. Их слишком много, у нас пальцев не хватает сегодня. О чем мы сегодня говорим? Давайте пути искать выхода. Какая? Скорее всего, органы сегодняшние российские и люди, которые совершают подобные преступления, ждут гонорара. Вот поэтому я предлагаю сегодня подготовить, выступить перед членом Совета. На 3 миллионов рублей мы готовы, соответственно, предоставить досконально ту информацию, которая причастна к покушению над господином, на нашего уважаемого Хайреддина Абдулло. Если мы сейчас это деньгами начинаем раскрывать, то, соответственно, уже будет в верхах разговор. В Таджикистане создано новое молодежное движение «Авангард», главная цель которого – уберечь молодежь от вступления в различные экстремистские организации и в первую очередь в исламское государство. Финансирование движения взяло на себя Министерство внутренних дел Таджикистана, возглавила организацию Аследдин Хушбадзода. По заявлению лидера нового движения, их основная задача – показать молодежи истинное лицо экстремизма. Для этого активисты планируют проводить выставки и встречаться с молодежью. Будут ли эффективными такие прогосударственные движения в борьбе с распространением идей исламского государства? Мнение таджикского журналиста Марата Мамадшоева. Я думаю, эффективность будет минимальная. Это очередное мероприятие для галочки. Польза от этого будет опять же минимальная. Проблема основная молодежи – это нетрудоустроенность, отсутствие рабочих мест, отсутствие перспективы на родину. Если решить эту проблему, будет решена и проблема экстремизма. Но останутся, может быть, единицы какие-то там, как скажем, некоторые случаи, но в основной массе эта проблема решится, если будут решены социальные проблемы. Пока государство создает движение с целью защиты молодежи от пропаганды ИГИЛа, правоохранительные органы по-своему борются с исламским государством среди взрослого населения. В Душанбе на пятничной молитве сотрудники милиции предупредили верующих, что будут принимать меры в отношении тех, кто совершает во время намаза движения, присущие запрещенным в Таджикистане мазхабам. Таджикистан является светским государством, и государство должно, основываясь на принципе светскости, иметь равное отношение ко всем конфессиям, представленным на территории данного государства. С другой стороны, сам Таджикистан является государственным-участником ОБСЕ, в соответствии с чем на Таджикистан возложен ряд обязательств по международным стандартам в области свободы вероисповедания. ИГИЛ фактически не является исламской религиозной группировкой, и те принципы, на которых основана эта организация, являются преступными, экстремистскими и никакого отношения к исламу как таковой не имеют. Хотя, разумеется, они
политизируют данную религию, используют ее в собственных целях для привлечения новых последователей и адептов. Что касается таких религиозных течений, как ваххабизм или салафизм, они также не относятся ни к одному из мазхабов. И, в принципе, в исламской теологии принят такой термин в отношении данных течений, как внемазхабщина. С вами была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.